История татарского народа богата своими героями, известными учеными, общественными деятелями, писателями, меценатами, личностями, которые внесли неоценимый вклад в развитие народа и нашей Родины. В духовном воспитании, просвещении и сохранении национальных традиций огромную роль играли религиозные деятели, ишаны и имамы. В их числе был известный богослов, просветитель Нургали Хасанов. Известный богослов Нургали Хасанов родился 8 ноября 1852 года в деревне Мурзина, ныне Апостольский район Татарстана, в очень знатной семье. Его род относился к древнему почетному татарскому роду дворян Мурс, относящий к Идыгей Мурза Золотой Орды. Отцом Нургали был Хасан ибн Исмагил. Он служил имамом, ишаном в деревне Мурзина. Мать также была из известного рода татарских Мурс. У Нургали было непростое детство. Родители расстались до появления его на свет. Он воспитывался под опекой дедушки и бабушки со стороны матери. В 6-летнем возрасте его устроили в медресе 4-й соборной мечети, ныне Голубая мечеть города Казани, к ученому, поэту Гайсуддину бин Хабибулла. Нургали рано потерял свою мать, затем ушли из жизни дедушка и бабушка, и он оказался в очень тяжелом положении. Несмотря на свои лишения и бедность, он приложил все свои старания для получения знаний, так как он рано осознал, что только знания дадут ему путь достойной жизни. Он книги не просто изучал, а заучивал и штудировал, таким образом дополнительно изучал. Например, он выучил такую объемную книгу, как «Мухтасар Вайкая» по исламскому праву, где более 1000 страниц. После смерти любимого наставника, руководителя медресе Гайсуддина Хазрата, родственники юного Нургали отправили его учиться в город Оренбург, медресе Гусман Хазрата. Спустя 2 года, благодаря поддержке отца, он продолжил свое обучение в знаменитом и одном из старейших в городе Казани Апанаевском медресе. Апанаевское приозерное медресе города Казани представлял собой кузницу мусульманских кадров в Среднем Поволжье. Руководил учебным заведением известный имам Мударис Салахуддин Исхаков. Там ежегодно училось около 400 шакирдов с разных уголков нашей страны. И большинство из них в дальнейшем посвящали свою жизнь религиозной сфере. В то время татарские медресе были основаны на академическом методе обучения. То есть это поэтапное изучение одной книги за другим и постепенно с простого до сложного и до даже средневековых мусульманских трактатов. Они заучивали, изучали и становились хорошими специалистами в религиозной сфере. В медресе преподавали талантливые педагоги, от которых Нургали получил все основные свои знания по религиозным наукам. Получая образование о крупнейших ученых своего времени, он, конечно же, в силу своего характера, в силу своих способностей, внутренних стимулов, он стремился быть похожим на них. Уже в молодости он поставил своей целью служение исламу на научной и просветительской ниве. До 80-х годов XIX века у татар было престижным обучение в крупнейших мусульманских центрах Средней Азии. Там действовали много религиозных учебных заведений, библиотек, работали видные богословы. Духовные деятели, получившие бухарское образование, пользовались большим почетом и назывались дамуллой. Молодой Нургали получил благословение своего отца, Хасан Хазрата, наставников, и в 1876 году отправился учиться в медресе Мир-Араб города Бухары. Спустя 7 лет, в 1883 году, Нургали успешно окончил медресе Мир-Араб. На специальном совете ученых Бухары он сдал экзамены и получил ученую степень и вошел в число ученых Бухары. За это он удостоился приема эмира Бухары и подарков от него. Он уже завершил такой цикл своего мусульманского образования, превратившись в одного из самых крупных татарских богословов конца XIX – начала XX века.
уже в Бухаре, да и в Казани он пробовал себя как преподаватель. Он очень хорошо мог подавать материал, объяснять самые трудные проблемы богословия и тем самым завоевал любовь учащихся. После окончания учебного заведения Нургали Хасанов занимался преподавательской деятельностью и продолжил свое самообразование. В 1885 году он успешно прошел испытания и был назначен руководителем медресе Гатар города Бухары. В 1886 году женился на уроженке Бухары Халима Ай-Абдурахмановой. Следует отметить, что за время своего обучения Нургали Хасанов получил разрешение на преподавание многих богословских предметов и книг. Также совершенствовался в суфизме. Нургали Хасанов всегда поддерживал связь с родиной и близкими ему людьми. В 1886 году умер известный богослов, имам, руководитель буинского медресе Абдуль-Насыр Хазрат Мухаммад Аминов. После его смерти попечители медресе, мечети, начали активно искать такого же уровня ученого имама. Известный купец-благотворитель Мухаммад Шариф Баймуллин настойчиво просил Нургали Хасана приехать возглавить медресе. И долго думая, Нургали Хазрат решил приехать. В возрасте 34 лет вернулся на родину и был единогласно избран буинскими мусульманами имамом, руководителем медресе, мечети города Буинска. Нургали Хасанов в Буинске вел активную религиозную деятельность. Будучи имамом мечети, он руководил общественным богослужением, вел проповеди, совершал в приходе религиозные обряды, решал спорные вопросы, занимался разделом наследства по нормам шариата, регистрировал акты гражданского состояния в метрических книгах, выдавал выписки, справки, принимал присяги вступающих на должность и участников суда, проводил лечение молитвами, толковал сны и другое. В 1902 году, как духовный лидер, он стал ахуном города Буинска, выполнял роль посредника между властями и мусульманским населением, проводил важные общественные и религиозные мероприятия. Основное время Нургали Хасанов посвящал обучению и воспитанию шакирдов буинского медресе. Буинское медресе считалось одной из передовых крупных учебных заведений Среднего Поволжья. Ежегодно до 1905 года обучалось 500 шакирдов из разных губерний. Это Казанская, Симбирская, Астраханская и Саратовская. Такой наплыв учащихся объяснялся широкой программой обучения и также старинной славой и удобным расположением в центре мусульманского населения. Нургали Хасанов большую часть своего времени посвящал обучению шакирдов старших курсов, и его знания передавалось разными путями его ученикам. Он всегда находил время для того, чтобы лично вести те или иные дисциплины. В первую очередь это, конечно, фикх, это и логика, и арабский язык. То, что он знал безупречно, являлся признанным авторитетом. И он был строг, но вместе с тем требовал от своих шакирдов не только повиновения, а упорства в получении знаний. Вот он не терпел молодых людей, которые действительно не проявляли интерес к учебе. Нургали Хасанов всегда стремился к знаниям и самосовершенствованию. В то время многие татарские мадресе возглавляли ишаны, духовные наставники, и они имели очень большой авторитет в обществе. В 1893 году Нургали Хазрат оставил все свои дела и отправился подробно изучить суфизм и стать уже более совершенным на этом пути. Он учился у 3 ишанов, среди которых был известный шейх Зайнулла Расули. На этом пути Нургали Хазрат достиг степени ишана по нескольким направлениям накшбандийского тариката. И таким образом стал он ученым о шариатских науках и суфийским духовным наставником. Нургали Хасанов обучил и воспитал большое количество шакирдов, из которых около 200 стали имамами, 10 – ахунами, 8 – мударисами-руководителями крупных медресе, большое количество муэдзинов, учителей мектебе и медресе мусульманских приходов Среднего Поволжья. В числе его учеников были известный общественный и религиозный деятель, ученый, историк, депутат Государственной Думы Хади Атласи, известный религиозный деятель, депутат Государственной Думы Абдулла Нижмеддинов, писатель Зариф Башири, богослов, поэт Мухаммад Садык Иманкулов, писатель Гумер Тулумбай,
писатель Шакир Мухаммадов, ученый-арабист, педагог Баки Халидов, журналист, известный общественный и религиозный деятель Фатих Муртазин, педагог, журналист и издатель Шигабуддин Ахмеров, прозаик, драматург Ярулла Валеев, известный общественный деятель, публицист Ибрахим Беккулов, видный религиозный деятель Камариддин Салихов, видный партийный и административный работник Нури Алеев и многие другие. Дело в том, что это и системная работа, и любознательность, интеллект, и большой багаж знаний. К нему можно по-разному относиться с точки зрения принадлежности к какому лагерю, но он, собственно, об этом и сам пишет в своих воспоминаниях, о том, что он во всем уважал умеренность, золотую середину. Поэтому он так и пишет о том, что если вначале мы все ратовали за академизм, но с приходом джадидизма нужно брать и его лучшие стороны. Но он очень, будучи мыслящим умным человеком, он видел рациональные стороны джадидизма, то есть это методика скоростное обучение, это постижение светских наук. В этом смысле его можно, конечно, поставить в один ряд с Галимджаном Баруди. Они оба имели целью воспитания конкурентоспособного мусульманина, который может выжить, сохранить свою идентичность и в то же время соответствовать реалиям бурно развивающейся капиталистической действительности нового времени. В этом плане, конечно же, Нургали Буави, чье влияние распространялось на несколько уездов Казанской, а также на ряд уездов Симбирской губернии, внес огромный вклад в формирование национального самосознания татарского народа в начале XX века. Нургали Хасанов был сторонником консервативных идей и традиционных взглядов, присущих тогда большей части татарскому мусульманскому духовенству. Он умело выстраивал отношения с местными властями, на региональном уровне мудро отстаивал религиозные и национальные интересы. Это было наглядно видно в организации массовых петиционных кампаний среди населения против несправедливых законов. Так, например, В 1905 году, в марте, он вместе с Ахуном Буинского уезда Абу Самад Шахидуллием собрал мул своего уезда и также представителей мечети, и они вместе составили петицию на имя императора Николая II, где требовали и просили, чтобы татарам разрешили свободно издавать газеты, журналы, крещенным татарам переходить в ислам, разрешили татарам работать в государственной службе, также уравняли права статуса ислама с православием и ряд других требований. В результате революции 1905 года император Николай II вынужден был принять ряд законодательных мер, благодаря которым татар открыл широкую возможность для реализации своих национальных и религиозных интересов. Появились газеты, журналы, началось активное участие в общественно-политической жизни страны, и открылись новые мечети, мадресе. Таким образом, татарский народ почувствовал новую силу реализации своих прав в жизни страны. Нургали Буави пользовался большим уважением и влиянием среди населения. Представители власти относились к нему с почтением. Среди татарских имамов он получил наибольшее количество орденов и медалей. За это подвергался критике со стороны некоторой интеллигенции, известного поэта Габдуллы Тукая и писателя Фатиха Амирхана. Он был честолюбив. Об этом свидетельствуют те, как называли его оппоненты, побрякушки, которые он любил себе вешать на шею. Там медали Николая II за заслуги, за усердие. Вот, Османский орден. Все это так. Но это свидетельствует о характере человека, о его целеустремленности. И все это, даже, скажем, определенные отрицательные качества, он все же был упрям и настойчив. И очень жестко относился к своим оппонентам, он постоянно вступал и в дискуссии, но при этом, еще раз говорю, он был умеренным во всем. Его можно было в итоге переубедить. Он всегда выбирал не крайнее мнение, а то мнение, которым сходилось наибольшее количество его и оппонентов, и партнеров, и коллег. Нургали Хасанов находил время и для творческой деятельности. Он написал более 20 книг и брошюр богословского содержания. 11 из них успел издать. Сегодня они хранятся в научных библиотеках.
Он также публиковал статьи и в периодические издания. По тематике его труды были посвящены мусульманскому праву, арабскому языку, суфизму и педагогике. Нургали Хасанов был достаточно состоятельным человеком. Будучи религиозным деятелем, ученым, он много получал пожертвований, и в то же время все свои сбережения он активно использовал в благотворительном направлении. Помогал шакирдам в своей мадресе, нуждающимся, приютил многих сирот в мадресе Буинская, и им помогал стать достойными людьми в обществе. И также он в своих выступлениях, проповедях призывал население заниматься этим благотворительностью, помогать нуждающимся, и привлекал также спонсоров для поддержки деятельности мадресе. И в то же время он вместе с ахуном Буинского уезда Абдусамад Шагидуллиным организовал благотворительное общество мусульман Буинского уезда. И также ежегодно взносил свои взносы для деятельности этой благотворительной организации. Следует отметить, в 1914 году, с началом Первой мировой войны, Нургали Хасанов активно принимал участие в благотворительной помощи государству. В этом участвовали представители духовенства и других уездов. Он часто организовывал благотворительные сборы для помощи семьям военнослужащих. Нургали Хасанов уважительно относился к православным христианам города Буинска. Несмотря на законодательные запреты, он активно вел миссионерскую деятельность среди местных потомков крещенных татар и чувашского населения. У него в медресе обучалось много детей чуваш, принявших ислам. Нургали Хасанов общался со многими видными представителями татарского народа. Близко дружил с известным ученым-богословом Шигабуддином Марджани. Несмотря на большую разницу в возрасте, их объединяло многое. Во-первых, они оба учились в Бухаре, в медресе Мир Араб. Их объединяло научные интересы, взгляды. В-третьих, они оба же были женаты на дочерях имама, богослова города Буинска Абдуль-Насыра Хазрата Мухаммада Аминова и имели таким образом родственные связи. В начале своей деятельности Нургали Хазрат критиковал некоторые взгляды Марджани. За это даже получил стихотворный упрек известного татарского и башкирского поэта Мифтахуддина Акмуллы. Но позже он яро защищал идеи Марджани, даже издал серьезный богословский труд под названием «Рисаля и Нурия». Сохранилось выступление Нургали Хазрата в честь столетия Шахабуддина Марджани, где он высоко оценивал заслуги ученого. Летом 1906 года богослов Нургали Хасанов отправился в свое дальнее путешествие. Эта поездка по России и за границу была насыщена встречами и общениями с видными учеными, суфийскими духовными наставниками и политиками того времени. В Стамбуле Нургали Хасан был удостоен приема султана Османской империи, халифа Абдулхамида II. Правитель проникся к нему с большим уважением и оказал наивысший почет. По его приглашению Нургали Хазрат почти весь месяц Рамадан жил во дворце. Ему показали священные реликвии ислама, личные вещи пророка Мухаммада, исторические места. За заслуги в области исламского просвещения султан наградил его высшим почетным орденом Османие и поездкой в хадж в составе правительственной делегации. Это тоже выдающееся достижение, когда подданный России получает иностранный орден такого высокого уровня. И пришлось делать запрос соответствующий в Санкт-Петербург для того, чтобы ему разрешили этот орден демонстрировать. На протяжении всей своей жизни Нургали Хасанову пришлось пройти через много испытаний. Многих детей он потерял в младенчестве. От 2 браков остались в живых лишь 2 сыновей. Невосполнимой утратой стала смерть любимой жены Биби Хаджар. Достигнув высокого авторитета среди населения, у него появились завистники и недоброжелатели. Они всячески пытались опорочить его честь, писали жалобы и доносы на имя муфтия, губернатора и царя Николая II. Очень редко это касалось политических разногласий, но тем не менее все доносы шли именно с той точки зрения, что человек занимается противоправной антироссийской деятельностью. Все следственные органы, жандармерия, полиция, они разбирались детально в этих вопросах, и в итоге они понимали, что это либо навет
либо клевета, и Нургали Хасанов, он оставался благонадежным человеком, мало того, его награждало государство за его деятельность. Конечно же, любой донос — это всегда бумага, которая порочит честь и достоинство человека. Но вот я, как уже сказал, его личная убежденность помогала ему справиться с этим. Последние годы жизни Нургали Хасанова пришлись на период больших перемен и потрясений в стране. Первая мировая война, свержение царской власти и установление в 1917 году Временного правительства, приход к власти большевиков, кровопролитная гражданская война, переход города Буинска то в руки белых, то в руки красных, грабежи, разорение населения, голод. Все эти события оказали сильное влияние на Нургали Хасанова. После тяжелой болезни 19 мая 1919 года в возрасте 67 лет он покинул этот мир. Провожало в последний путь известного мусульманского ученого огромное количество людей из сел Симбирского, Буинского, Тетюшского уездов. Он был похоронен на татарском кладбище города Буинска рядом с самыми уважаемыми людьми. Его славные дела продолжили сыновья и многочисленные ученики. Сейчас действительно не хватает таких мусульманских деятелей, потому что он был по-настоящему лидер, который умел совмещать государственнические позиции с интересами окружающего населения, своего народа. Он не переступал какие-то грани, и он был всегда патриотом страны и патриотом татар, помогая им оставаться теми, кем они были по рождению. И сейчас, я думаю, молодые мусульмане, они знакомятся с нашим историческим наследием. И я думаю, что есть много обычных простых мусульман и религиозных деятелей сейчас, которые, в принципе, готовы и даже идут, может быть, незаметно работают, примерно в том же направлении, что и Нургали Хасанов. Я считаю, что идеи и жизненный пример таких религиозных лидеров и деятелей, как Нургали Хасанов, Галимжан Баруди и других, он является актуальным, он востребованный, и я думаю, он и сейчас для многих является источником вдохновения. Его место действительно очень достойное, одно выдающееся. И мне кажется, об этом свидетельствуют не только его поступки и дела. Казалось бы, что там в маленьком городке проработать, да, учителем, педагогом, директором школы. Нет, это формирование особой атмосферы, духовной атмосферы, это атмосфера в тех особых условиях, когда вокруг не было шансов для детей мусульман, кроме как пойти через русско-татарские школы, классы. Других возможностей не было поднять свой уровень. Он же, используя, казалось бы, ограниченные возможности мусульманского схоластического медресе, давал шанс молодым людям стать духовной элитой, национальной интеллигенцией. В этом его основная заслуга.